Гараж с сюрпризом. Несчастный случай в Плиеве. Прогрев машины привел к реанимации. Скорость, маневренность, точность. Один день до соревнований по гигант-слалому на горнолыжном курорте Арамхи. Учись, студент, и окажешься на баннере почета всероссийского масштаба. Заманчивый стимул от Министерства образования региона. Добрый вечер, это новости 24, в студии Лейла Цурова. 16 семей Карабулака отметили сегодня новоселье. Ключи от новых квартир вручили глава республики Юнусбек Евкуров, генеральный директор фонда реформирования ЖКХ Константин Цицин и председатель наблюдательного совета фонда Сергей Степашин, прибывшие сегодня в Ингушетию. А вот раньше какая была кухня у вас? Ой, раньше была маленькая, там невозможно было даже мебель поставить кухонную. Теперь у новосела Мирославы Щербининой о старой кухне остались лишь одни воспоминания. Как и другие 15 семей, она наконец-то дождалась переселения. Дом, в котором она ранее жила, был непригоден для проживания. Ему было более полувека. Он практически разваливался. Крыша протекала, а окна продувало. Вот мы раньше жили наподобие вот такие двухэтажки были, но здесь сейчас капитальный ремонт у двухэтажек, а у нас было еще хуже дела обстояли. Еще старее были двухэтажки. Здесь планировки хотя бы хорошие. У нас маленькие квартирки были и комнаты были, раньше называлось трамвайчиком, то есть из комнаты в комнату. Проблемный очень дом был, вечные проблемы со светом, с водой, с канализацией. Новый многоквартирный дом построен на том же месте, где стоял старый, только выше в 4 раза. Вместо привычного для горожан 2, сейчас здесь 8 этажей. Излюбленным местом для Мирославы уже стал ее балкон, окна которого выходят на центральную улицу города. Это мое любимое место. Как оно мне нравится, эти витражные балконы, они самые замечательные в этой квартире. Я здесь обязательно поставлю стол и буду любоваться этим местом. Строительство квартир прошло по принципу квадрат на квадрат. К тому же каждому добавили еще по 10 квадратных метров. Средства на это выделили дополнительно по указанию главы республики. Всего в доме 50 квартир. 16 – это 2 и 3 этаж для переселенцев. Остальные – собственность застройщика. Они построены за средства инвестора. Обращаю внимание, в первую очередь, на качество и сроки сдаваемых объектов. И этот проект, он сам по себе экономический проект, но реально он строится на уровне элитного жилья. Почему? Потому что те требования, которые мы предъявляем, да, мы здесь даем возможность инвестору заработать. То есть мы вместе того определенного жилья аварийного, которое он должен построить, мы даем возможность построить ряд для себя инвестиционного жилья. В Ингушетии реформа ЖКХ пришла в 2009 году. За это время из старого аварийного фонда переехали несколько сотен семей. Республика является лидером среди субъектов России по темпу строительства. То, что сделано за последнее время, я посмотрел, ну вот хотя бы здесь. Мы в Карабулаке были год назад, по-моему, или полтора года назад. И вот этого я не видел на самом деле. Это начало только. Плюс детские сады, плюс школы, о которых шла речь в свое время. То есть программа, за которую я в свое время ратовал, о чем говорил руководитель Ингушетии, и пришлось доказывать тогда и правительству, что она нужна, и она живет, она работает. Программа развития Республики Ингушетия, она работает по-настоящему. Почему она осталась единственной? Ингушетия отличается не только высокими темпами строительства, но и умеренными ценами на жилье. Стоимость квадратного метра около 20 тысяч, когда в среднем по России более 35. Самое главное, то, что стоимость строительства вот этого дома, которая с виду ничем от европейского не отличается, 20 тысяч. Но к этому надо стремиться. То, что здесь энергосберегающие технологии применяются, во-первых, здесь фасад утепленный намного, во-вторых, тепловые узлы стоят, приборы учета и все остальное. Вот с каждым разом Карабулак приезжает, а дом все лучше, лучше и лучше становится. Снос аварийного жилья в регионе ведется активно. За последние 4 года построено 20 новых многоквартирных домов, взамен 30 аварийных. Руководством Ингушетии поставлена задача правительству региона переселить всех, кто живет в старом фонде, до конца 2015 года. Муслим Ганиев, Магомед Урусханов, Зелимхан Муцольгов, Новости 24. Остается неизвестная причина возгорания автомобиля на улице Дзержинского в Плиеве. В результате несчастного случая в гараже собственного дома сильно пострадали 2 человека – хозяин и его сын. Сейчас они находятся в реанимации Республиканской клинической больницы в Назране. Все подробности ЧП у Хади Адельбиевой.
Несчастный случай произошел рано утром, когда мужчина решил заблаговременно завести машину, чтобы прогреть ее. Взрыв прогремел, как только он открыл дверь автомобиля. В этот момент вместе с ним в гараже находился его 22-летний сын. На пульт пожарной сигнал тревоги поступил в 8:03. В кратчайшие сроки прибыла дежурная группа и отряд спасателей из Карабулакской 4-й части. Пожар ликвидировали оперативно. Тушение осложнялось тем, что подвальное помещение в гараже длиной 20 метров, ширина 5 метров, находилось несколько автомобилей. И было сильное задымление. В ходе расследования будет установлена конкретная причина возникновения пожара. Версия, может быть, короткое замыкание из одного автомобиля. Может быть, там стоит котел или обогревается. Пока нельзя сказать, что именно от этого или от того произошел пожар. Гараж расположен в цокольном этаже дома. Пламя чуть не перекинулось на жилое помещение, но пожарным удалось заблокировать очаг возгорания, жильцов эвакуировали быстро. В доме было 5 человек. Девочка ушла в школу. Старушку мы вывели сразу. Пожар произошел в гараже. На дом огонь перейти не успел. Ровно через 27 минут после несчастного случая пострадавших доставили в реанимацию Ингушской республиканской клинической больницы. Они получили сильные ожоги, и врачи оценивают их состояние как тяжелое. Площадь ожогов от 70 до 85% первой, второй и третьей Б степени. Они сейчас в состоянии медикаментозного сна, мы их обезболили. Медики не исключают, что на лечение и реабилитацию пострадавших уйдет много времени, а точные причины взрыва автомобиля еще предстоит выяснить. Хайдия Зельбиева, Юнус Цучоев, Новости 24. Трудоустроить, помочь с жильем, решить проблему с водоснабжением, отремонтировать улицу. Все эти просьбы сегодня рассматривали на традиционном приеме граждан у главы республики. Кому и как оказывали помощь, узнаем у Хавы Султыговой. С просьбой о трудоустройстве к главе республики обратился Саид Магомед Имагожев. Он посетовал на сложное материальное положение семьи. В 2010 году в результате пожара у них сгорел дом, а мать работает маляром-штукатуром. Настолько подешево будет? Только там стабильная зарплата. Сколько там зарплата у нас? Зарплата, если разнорабочий, просто до 15 тысяч. Если штукатур-маляр, где-то 30-35 тысяч, 40 тысяч. А мать где работает штукатур-маляр? Да, мы часто дома тоже штукатурку. Тоже мать тоже пригласите, она штукатур-маляр устроит там, если там 30-35, то пускай на эту зарплату она и пригласит ему зарплату. Также глава региона дал поручение помочь семье со строительными материалами, чтобы они смогли построить дом. По вопросу слабого водоснабжения в сельском поселении Сурхахи обратился Нух Барахоев. Рядом с тем местом, куда стекается родниковая вода, организовали стихийную свалку, после чего источник загрязнился. К тому же рядом один из местных жителей собирался построить предприятие и даже уже завез кирпич. Юнусбек Евкуров поручил немедленно разобраться в ситуации. Проверите, там, я вам даю неделю срок, весь кирпич оттуда брать, после домой заносите и ставите. Брать, навести там порядок. Глава администрации Сурхахов Харун Нальгиев отметил, что весной этого года загрязненные источники будут очищены. От лица жителей улицы Газдиева на Зране обратился Магомед Гайтукиев. На улице образовались выбоины дорожного покрытия. Дорога была сделана где-то лет 10 назад. То технология была нарушена, и ливневки делают именно наклон дороги не соответствует на некоторых участках, и где впадина при линии осадка дожди стоят, собирается, вода заливает. Глава региона поручил в ближайшее время провести капитальный ремонт улицы. 2 февраля Юнусбек Евкуров посетил Арамхи, чтобы проверить уровень обслуживания и готовность курорта. Там же к нему подошла группа туристов из Эстонии, приехавших на отдых. Они попросили аудиенции, и им была предоставлена такая возможность. Организовалась поездка в горы. Встретились с президентом так демократично, вот у вас, мне понравилось это, и увидели вашу красоту и возможности. Хотим об этом рассказать нашим людям и привлечь сюда желающих путешествовать, посмотреть такие места. У вас здесь исключительно все экологически чисто и приятно. Гости приехали в Ингушетию с целью проведения мастер-классов и разработки в республике механизмов техники обучения детей с ограниченными возможностями. Юнусбек Евкуров поддержал предложенную идею и посоветовал разработать специальный знак, который демонстрировал бы, что продукцию произвели люди с ограниченными возможностями. Вот люди знали, что это товар инвалидов, что на это, заплатив деньги, часть этих денег идет на поддержку инвалидов. Поэтому я думаю, что вот из-за этого знака очень многие будут покупать, если даже сам товар не смотрели. Здесь тоже надо посмотреть, изучить эту тему и запустить такой, брендируйте этот знак по телевизору, показывайте, выйдите с этим знаком на
Российского общества инвалидов с этим знаком, что в Ингушетии так делают, и запускать его. Андрей Бабин – журналист. Он делает репортажи о своих впечатлениях после пребывания в Ингушетии. Юнусбеку Евкурову он задал ряд интересующих его вопросов, на которые глава дал исчерпывающие ответы. Прием граждан уже стал традицией, и все обратившиеся получили ответы на свои просьбы. Хава Султыгова, Тимур Карахоев. Новости 24. Работа по развитию малого и среднего бизнеса и проект по поддержке молодых семей обсудили сегодня на очередном заседании в парламенте Ингушетии. Но главной темой стал анализ задач, поставленных Юнусбеком Евкуровым в недавно прошедшем послании Народному собранию. Репортаж Индиры Манкиевой. Заседание началось с обсуждения послания главы республики Народному собранию Ингушетии. Среди задач усиление работы по развитию малого и среднего предпринимательства, повышение качества жизни, формирование положительного имиджа республики. Я очень надеюсь, что не только мы, и общественность поддержит главу республики в реализации этих задач. И в последующем, конечно, все эти задачи, вы как поняли, направлены на то, чтобы сделать еще дальше рывок в социально-экономическом развитии нашей республики. Также на заседании обсуждалась законодательная инициатива депутатов Государственной Думы. Речь идет о проекте федерального закона по поддержке молодых семей. И здесь самый острый вопрос – обеспечение жильем. В Ингушетии для молодых семей строятся многоквартирные дома. В проекте этого данного законопроекта предлагается конкретная помощь молодым семьям в приобретении и в строительстве жилья. Принятие данного закона будет способствовать не только обеспечению жильем молодых семей, но и улучшению демографической ситуации в Российской Федерации. Депутат напомнил, что по программе «1000 квартир» уже в этом году десятки молодых семей смогут улучшить свои жилищные условия. Индира Манкиева, Магомед Урсханов. Новости 24. Все ли школы региона отвечают мерам безопасности? И какие они, эти меры? Кто отвечает за их организацию и выполнение? А самое главное, как обеспечить душевный комфорт не только беспокойным родителям, но и самим учащимся? Выяснить все это, что называется, из первых уст, отправилась наша съемочная группа. Все подробности любопытного рейда у Руслана Албагачиева. Назрановская школа-интернат номер 1 отвечает всем мерам безопасности. И детям комфортно, и родители спокойны. По всему периметру установлены камеры видеонаблюдения, а на входе работает охрана. Здесь же ведется запись всех посетителей. Пройти в школу возможно только после досмотра вещей. Каждое утро прием и сдача дежурства проводится, инструктаж. Также обход полностью территорию и корпус. Первый, второй, третий этаж. Также с учениками проводятся занятия по эвакуации на случай чрезвычайного происшествия. Проходят учения, потом есть специально созданные дружины, которые работают по безопасности. Очень хорошо у нас работает зам по безопасности совместно с учениками. Безопасность обеспечивает и во второй школе Назрани. Все происходящее по периметру и внутри школы также отслеживают видеокамеры. Часто сюда приезжают спасатели, проводят профилактическую работу по пожарной безопасности. В учительской находится кнопка тревоги. При ее нажатии сотрудники вневедомственной охраны должны приехать в течение нескольких минут. А теперь давайте сами убедимся, как работает тревожная кнопка в школе номер 2 и как на вызов среагируют сотрудники полиции. Мы проверяли вашу слаженность работы, как вы действуете при нажатии тревожной кнопки. А в Гамурзиевской 9-й школе тревожные кнопки находятся на всех этажах. 7 камер видеонаблюдения круглосуточно фиксируют все, что происходит на главных участках школы. Безопасности наших обучающихся и педагогического коллектива мы уделяем особое внимание. Ежемесячно по плану работы проводим эвакуацию наших учащихся. Вот, у нас хорошие результаты, даже сами пожарники МЧС приезжали, они радовались нашим результатам. Кроме того, с 2012 года во всех школах страны введена должность заместителя директора по безопасности. Главная задача – позаботиться о безопасности учеников и учителей. Руслан Албагачиев, Резван Аушев, Новости 24. Соревнования по слалом-гиганту пройдут на горнолыжном курорте Арамхи уже в четверг. Устоявшиеся морозы и соответствующее снежное покрытие обеспечили идеальную трассу для скоростного спуска. В Арамхи приедут любители экстремальных видов спорта со всего Северокавказского федерального округа. Гостей и участников ждет концертно-развлекательная программа. Адам Патеев продолжит.
В горах Ингушетии выпал снег, и Жайракский район готов принимать любителей слалома. 6 февраля в горнолыжном курорте Армхи соберутся самые сильные из числа любителей экстремалов. Ожидается приезд гостей из соседних регионов. Лыжные трассы уже готовы. Призы ждут победителей. Мы приглашаем гостей и участников со всех регионов СКФО, а также из городов Центральной России. Курорт у нас действует. Надо на него приезжать, наслаждаться горным катанием. Тем более в прокате все создано для того, чтобы учиться становиться на лыжи. А для тех, именно кто уже умеет, мы и придумали это мероприятие на скоростной спуск. Тот, кто спустится первым, самую быструю скорость наберет, получит 200 тысяч рублей. Второе место 100 тысяч рублей, третье место 50 тысяч рублей. Для зрителей соревнований предусмотрены все условия. На месте будут работать пункты обогрева и горячего питания. Билеты можно приобрести в день проведения соревнований. В стоимость билета входит организация двухразового питания и участие во всех мероприятиях, которые будут проводиться в этот день. Туда не входит прокат снаряжения, потому что снаряжение каждый подбирает по своему умению, по своему размеру. Мы всех ждем. Стоимость пригласительного билета с двухразовым питанием составляет 500 рублей. Всех гостей-участников ждет концертно-развлекательная программа и розыгрыш призов. Более подробная информация о соревнованиях размещена на официальном сайте Комитета по туризму Ингушетии. Адам Патиев, Юнус Цучоев, Новости 24. Сегодня Всемирный день борьбы против рака. Проводят его с единственной целью – напомнить об опасности этого смертельного заболевания. С одной стороны, россияне знают про онкологию, но с другой – боятся и не хотят идти к врачам, теряя время и шанс на выздоровление. Ведь пока обезопасить себя от рака можно только ранним диагностированием. Репортаж Светланы Томовой. Ежегодно от раковых заболеваний в России умирает около 300 тысяч человек. Каждый четвертый житель в своей жизни сталкивается с онкологией. Практически в каждой семье есть близкие родственники, у которых обнаружили эту страшную болезнь. Цель этого дня – привлечь внимание общественности к этой глобальной проблеме. Напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания. Врачи говорят, что при обнаружении злокачественной опухоли на ранней стадии возможно успешное лечение. Этому посвящено много исследований. В России существует 4 государственные программы выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях. Этот процесс называется скринингом. Программа рассчитана на выявление рака легких, кожи, опухолей молочной и предстательных желез. В нашей республике все эти программы в той или иной степени реализованы. И начиная с 2009 года мы начали отмечать результат этих исследований, этих процедур в виде выявления опухолей нулевой стадии. Нулевая стадия опухоли, она адекватно лечится, и почти в 100% случаев больше мы не отмечаем возврат болезни у подобных больных. В Ингушетии в этом году должна заработать онкологическая клиника. С ее открытия медики рассчитывают на более эффективную борьбу с раковыми заболеваниями. В перспективе мы предполагаем, и у нас есть даже уверенность, что все это оборудование, все необходимые диагностические тесты будут сконцентрированы в онкологическом диспансере, который уже, возможно, весной или летом будет введен в строй. В онкологическом диспансере функционирует единственная в республике лаборатория, которая проводит исследования клеточного состава пораженных органов. Если необходимо более сложные исследования, то больного отправляют за пределы Ингушетии. У диспансера есть письменная договоренность с Ростовской онкологической клиникой, где анализы пациентов тщательно изучают для уточнения диагноза. В последние годы этой страшной болезнью страдают не только взрослые, но и дети. Только в нашей республике, по последним данным, число заболевших составляет более 3500 человек. Почти 300 в прошлом году скончались. Сараудин Газгареев борется с раком предстательной железы с 1998 года. Врачи диагностировали болезнь на ранней стадии. Каждую неделю он ходит к врачам на уколы, а каждые 3 месяца сдает анализы. В 2000 году был в Ленинграде в научно-исследовательском институте. Там мне сказали, что у меня все хорошо. Так, отменить диагноз можно, если хорошо. Нет, отменить нельзя. Надо продолжать, вот в таком темпе продолжать. Я продолжаю.
Методы борьбы с онкологией ежегодно совершенствуются. При этом у врачей не существует точного перечня причин, по которым человека может настигнуть эта болезнь. Поэтому медики советуют, как минимум, отказаться от вредных привычек. Светлана Томова, Ахмед Беков. Новости 24. Правильно сориентироваться в студенческом пространстве первокурсникам иногородних вузов поможет введение шефства над новоиспеченными. С таким предложением уже выступило руководство Министерства образования и науки на встрече со студентами. Ну а те, кто благополучно преодолел рубеж адаптации и преуспел в учебе, займут почетное место на географической карте вузов России. Обо всем по порядку. Милана Хашигульгова. Министерство образования Ингушетии предложило студентам иногородних вузов создать институт наставничества. Это своего рода орган, который будет направлять первокурсников и помогать им в обучении, обустройстве жилья и организации досуга. Мы не настраиваем наших студентов на объединение, скажем так, в национальную группу, а напротив, чтобы мы смогли, во-первых, координировать их деятельность там в вузах, могли им оказывать своевременную помощь, поддержку. В целях стимулирования студентов Министерство образования планирует установить баннеры во всех муниципальных образованиях с географической карты вузов России. На них разместят фотографии студентов-отличников. В первую очередь это те, кто удостоен стипендии главы Ингушетии в размере 2000 рублей. Их уже 110 человек. У нас закончилась сессия, снова на отлично. Вроде пока получается. Хочется, конечно, дальше тоже на отлично сдавать, чтобы в конечном итоге быть гордостью нашей республики. У нас было 25 человек, сейчас 4-й курс, осталось 9. Из них 4 ингуши. 2 из них идут на красный диплом. В истории университета только одна девушка заканчивала на красный диплом эту специальность. Следующий дал Эндели, 2 ингуша будут. Ну, также ингуши, в частности, я и еще один парень, Чапанов Магомед, возглавляем интеллектуальный клуб «Что, где, когда» в университете. Участвуем в активной деятельности. В учебе студентов из Ингушетии наблюдаются большие успехи. Количество отчисляемых, как уверяют в Министерстве образования, значительно сократилось. Это нам не дает никакого повода расслабляться. Да, и обращаюсь к родителям тоже. Необходимо все время быть в контакте с университетом и с Министерством образования. Это поможет нам наладить работу в этом направлении. Уже через несколько дней начнется очередной семестр, и студенты с новыми силами приступят к учебе. А начавшуюся дискуссию они продолжат в социальных сетях, где планируют создать свою группу. Милана Хашигульгова, Мусах Мхоев, Новости 24. Спасибо за внимание и спокойной ночи.